На сегодняшний день я бизнес-партнер и бизнес-тренер школы САМО, Международный центр развития человека Саидмурод Раджаповича Давлатова. На сегодняшний день я провожу тренинги, которые касаются и взаимоотношений мужчин и женщин, а также воспитания детей. Что бы я вам сказала? Один великий человек, мудрец, просветленный человек, он говорит: не относись к своему мужу как к мужу, иначе ты будешь постоянно с претензиями к нему обращаться. Мало зарабатываешь, не так смотришь, не такие подарки даришь. Он обращается к мужьям и говорит: не обращайся к жене как к жене, а обращайся, иначе ты тоже будешь к ней с претензиями. И этот великий человек меня научил обращаться к своему мужу как к божеству, потому что Всевышний дает вам жену как аманат. Он дает вам мужа, чтобы почувствовать себя замужней женщиной. Всевышний дает нам детей, чтобы мы ощутили чувство материнства и отцовства. Поэтому, если вы к родным и близким будете относиться как к божеству, как к созданию Всевышнего, тогда у вас будет в семье мир и покой. Какие часто задаваемые вопросы? Как найти общий язык со снохой? Как воспитать детей гениальными и уникальными? Наши дети, они дар Всевышнего. И если посмотреть на то, как растут маленькие дети, у них нет страха, что их не полюбят, у них нет страха, что они не получат какой-то подарок. Они настолько уверены, что все для них и все им принадлежит, поэтому и они добиваются своего. Для того, чтобы дети ваши росли гениальными и уникальными, наш наставник Давлатов, он говорит: никогда не бейте своих детей, потому что тем самым вы уничтожаете их талант, тем самым их внутреннее «я», вы занижаете их самооценку. Поэтому помогите вашим детям через знания. У Давлатова есть книга «Мой гениальный ребенок». Вот в этой книге он помогает родителям, как воспитать детей гениальными, уникальными, и как к 25 годам, чтобы ваш ребенок стал финансово свободным. У нас также проводятся летние проекты, посвященные детям, мастер-класс для детей. И в течение 12 дней наставник учит, как в ребенке формировать мышление победителя, как относиться к деньгам, как относиться к ресурсам. Потому что если связь между родителями и детьми очень тонкая, а родители вынуждены много работать для того, чтобы содержать семью, поэтому дети сейчас принадлежат гаджетам, они принадлежат интернету, они принадлежат телефону, они принадлежат улице. И наставник говорит, что мы не проводим лекции, мы помогаем родителям вот эту связь сделать более прочной. Мы формируем личность ребенка, поэтому обязательно помогите своим детям, читайте с ними те книги, которые могут их развивать. Вместе проводите больше времени. Счастье семьи зависит от вместе проведенного времени. Если вы хотите быть счастливой семейной парой, вместе проводите время. Вместе делайте ремонт, вместе ходите в магазин, вместе занимайтесь уборкой, вместе проводите время, вместе ходите в кино. Если вы хотите, чтобы дети были близки с вами, задавайте им вопросы. Ведь родители – это не те, которые только кормят, одевают и готовят им жилье, где можно поспать. Родители – это те, которые интересуются жизнью детей. Что тебе понравилось сегодня, Балам, в классе? Чему ты сегодня научился? А какие счастливые моменты сегодня ты прожил? Что ты хочешь рассказать? Почему твой друг именно он? Какие качества тебе нравятся в нем? О чем ты мечтаешь? А что бы ты хотел, чтобы было по-другому? Задавая вот такие вопросы, ребенок начинает задумываться. И сейчас мы находимся в Таджикистане, и у нас завтра завершается мастер-класс для детей. 12 дней мы провели 60 уникальными, талантливыми детьми. И этот проект был про счастье. Счастье, оно в мелочах. Счастье – это то, что мы живы. Ежедневно погибает, умирает около 100 тысяч людей. И это мировая статистика. Если вы сегодня живы, если вы сегодня можете дышать, говорить, видеть, вы самый счастливый человек. Если рядом с вами находятся ваши родные и близкие, вы самый счастливый человек.
потому что для кого-то завтра уже не наступит. Успейте делать благие дела. Наш наставник учит делать, каждый день себе задавать вопрос, а что сегодня хорошего я сделал миру? Какие 3 добрых дела я смог сделать? И он нам говорит, что мы все знаем день нашего прихода в эту жизнь, но мы никогда не знаем, когда мы уйдем. Поэтому каждый день думайте о смерти. Каждый день думайте о том, чтобы успеть те дела, которые вы еще не успели совершить. До скорой встречи. Рада была вам служить. Я Альбина из Казахстана. Всего доброго.